Здравствуйте, мы берем интервью у тренера футбольного клуба «Заречье». Итак, сегодня 1/16 финала Степанов Бикап. Вы сегодня встречались с Искрой и уступили 3-0. Скажите пару слов по игре, как складывалась вообще игра? Ну, у нас слишком еще молодая команда, поэтому нам еще надо тренироваться. Конечно, соперники были технически намного грамотнее нас, поэтому мы проиграли. Мы будем тренироваться, будем готовиться к следующим турнирам. В каждой стране мира есть по 10 лиг в каждой области. То есть Россия как бы только что начала подходить. Я думаю, все еще будет впереди. У вас будет много команд и будет более острое соперничество. То есть хочу, чтобы, конечно, турнир был как можно больше игр проходил в нем, а потом уже, конечно, плей-офф. Спасибо. А то есть вы планируете заявляться летом, то есть на Лигу друзей, подобный турнир, подобного формата? Да, я еще сам хочу поиграть за свою команду или в воротах, или в поле. То есть мы вас еще увидим в качестве игрока, да, Заречье? Все может быть. А можете выделить несколько игроков в вашем футбольном клубе, то есть наиболее ярких лидеров, ну, можно сказать, духовных лидеров команды? У нас команда еще только проходит путь становления, то есть мы тренируемся только вместе только два месяца, и у нас очень мало тренировок, у нас нет своей площадочки, то есть выделить кого-то не имеет никакого, может быть, смысла, потому что все ребята хотят играть, и все на тренировках выкладываются, как они могут. Проблема только в том, что они живут все в разных районах города и нет своей площадочки. Вот из-за этого у нас пока самая главная проблема, что мы не выиграли сегодняшнюю игру, а больше нет у нас никаких. Ну, то есть все равно в группе, вы считаете, в группе, то есть уже достижение, выше плей-офф, то есть для молодой команды это уже плюс. Да, я тоже так тоже думаю. Спасибо большое, удачи. Вам всего хорошего. Степанов Бикап, 1/16 финала, Искра Заречье. Мы берем интервью у представителя футбольного клуба Искра. Кузнецова Витя. Скажите, пожалуйста, ведь пару слов об игре, как складывался ход игры вообще сегодняшней? Ну, игра, в принципе, была наша. Такой команде главное забить сначала. Если ты не забиваешь сначала, то приходится в 1-2 тайм катать мяч, они стоят на своей половине, и уже тяжело приходится. Жалко то, что сначала не забили, а так игра, в принципе, нормально, ничего особенного такого не было. По группе вообще, как вам легко было в группе играться? Вы что, вы первое место же в группе заняли? То есть, можно сказать, Ну, да, как соперником сильный, стек с Быковщика. Ну, соперники были примерно такого же уровня, как вот мы играли за Заречьем. То есть Быковщика такие же были, стек хорошая команда. Но ей не хватает немножко, как сказать, наверное, реализации своих моментов. Опыт, наверное. Ну да, опыт. Вы уже не первый год вместе играете в Искра, то есть вместе воспитанники футбольного клуба Искра, да, именно? Ну да, большинство из Искры, то есть пришло. Так, ну да, ну а все ребята знают, как играть в футбол, так что сыгрываться-то большого времени не надо здесь. То есть на лето вы планируете тоже заявлять своей командой именно Искрой, да, на Лигу друзей, то есть играть дальше, да? Ну да, то в Лиге друзей тоже планирую. Вы сегодня забили очень красивый гол, слева положили просто в угол, то есть планируете и дальше такие шедевры радовать зрителей? Это как получится, как будет играть партнеры на меня. А соперники, кого считаете все-таки наиболее реальными конкурентами, кого больше всего боитесь, можно так сказать, в турнире? То есть наиболее сильные команды? Ну, хорошая команда Дивантовая, они играют по первой лиге, по-моему, выиграли, считай, состав сыгранный. Бухарест очень хорошая команда, там, ну, большинство игроков уже такие профессионального уровня. Вот. Ну, в принципе, вот эти две команды, и Сокер, и Южный, думаю, тоже неплохие. Хорошо, спасибо большое, удачной игры, поменьше травм. Спасибо.